Дорогие друзья, сегодняшняя наша тема – это так называемые притяжательные окончания для имен существительных. Да? То есть мы часто говорим, что что-то мое, твое, наше, ваше или чье-то. И так вот, чтобы сказать, что что-то принадлежит мне, нужно, по идее, начинать со слова «менен». И потом пойдет какое-нибудь существительное. Ну, давайте возьмем слово «деньги», «акша». Что вам нужно сделать строго технически? Прибавить букву «м». Это будет «менен акшам». Давайте теперь разберем, а как же сказать «твои деньги». Теперь нам нужно слово «сенен», а потом «сенен акша» и добавляем букву «н». «Сенен акшан». Теперь возьмем ваши деньги. И теперь прерываем «нес». «Сезден акшанес». И теперь наши деньги «безден акшамес». И теперь время пришло сказать его деньги, ее деньги, их деньги. Деньги Якова, деньги Алишера, деньги Влада, деньги Марины. И мы это скажем путем прибавления окончания «с». То есть «вонен акшас». Друзья, но теперь сделаем такую оговорку. Мы не будем часто так употреблять слово «менен», «сенен», «безден», «сезден» и «онен». Мы их будем в живой речи опускать, но всегда будем использовать вот эти окончания «ме», «не», «нес», «мес» и «с». То есть всякий раз, когда вы хотите сказать, что что-то принадлежит вам, вы будете прибавлять «ме». Возьмем еще одно слово. Ребенок бала, балам. Твой ребенок балан, ваш ребенок баланес, наш ребенок баламес и его ребенок балас. Друзья, но здесь есть еще одна оговорка. И здесь как бы как подтема, я о ней буду говорить много, где еще. В казахском языке есть так называемые две буферные гласные. Это гласная «э» и гласная «э». То есть, когда две согласные соприкасаются, для благозвучия нужно в середину вставить вставочный буферный «э» или «э», в зависимости от мягкости или твердости слова. И, допустим, у нас теперь будет слово «ид», это собака. И это слово как бы считается мягким. И теперь смотрите, мы хотим сказать «моя собака». И получается, что «ит» и не звучит «т» и «м». И поэтому нам нужно пробуферить, вставить буферную гласную мягкую «э». И будет «итем». Теперь вы, ты, твоя собака «итем». Ваша собака «итенес». Наша собака «итемес». И теперь его собака. И теперь просто буферную «э». «Ите». Но не нужно говорить «ице». Вы добавляете либо «э», либо «с», в зависимости от твердости или мягкости, можно «э» или «с», и в зависимости от того, закончится ли слово на гласную или согласную. Друзья, на этом мы заканчиваем сегодняшнюю нашу тему, посвященную так называемым притяжательным окончаниям, для того, чтобы показать, что предмет принадлежит мне, тебе, нам или вам и еще кому-либо еще. До свидания, до новых встреч.